Ассаламу алейкум, друзья. С вами Едыкар. Тема сегодняшнего видео: почему я против возвращения власти Назарбаевского клана. Вы сами знаете, что сегодня очень много различных рассуждений, информации о том, что Дарига Назарбаева стремится вернуться во власть. Назарбаев ездит к Путину и хочет там предпринять определенные какие-то шаги, чтобы Путин помог ему вернуться во власть. Вот, и на эту тему я хотел бы с вами поделиться своими мыслями, касающимися, почему же я все-таки очень сильно в этом плане беспокоюсь. Ведь ни для кого не секрет, что Назарбаев, по сути, он вор. Он создал коррупционное государство, да, то есть, что привело к сильному обнищанию народа, да, вот. И тем не менее находятся силы, которые заявляют, что при Назарбаеве Казахстан жил как в золотом веке. Но, может быть, эти те, которые заявляют, обласканные Назарбаевым, и купались в роскоши. Но народу-то было тяжело, реально было тяжело. И сейчас тяжело. Вообще Назарбаев за все свои годы правления он проявил себя как несостоявшийся, несостоятельный руководитель. То есть он, чтобы облегчить свое существование во власти, взял просто и уничтожил промышленность Казахстана. Просто уничтожил. Вспомните, вот в одной только Алмате сколько было машиностроительных заводов, да? То есть Алматинский завод тяжелого машиностроения производил волочильное и прокатное оборудование. Там были целые бюро технологическо-конструкторские, да, то есть где-то 3000 работников во времена Советского Союза и порядка 1000 конструкторов и технологов работали на АЗТ. Возьмем Гидромаш. Я врать не буду, я точные цифры не знаю, но знаю, что в тех инженерных корпусах, где работали люди, там работало порядка 3000 технологов, разработчиков. Это были одни из ведущих ученых, в общем-то. Возьмем 20 лет октября, это завод по производству станков, токарно-винторезных станков в частности. Я думаю, там еще и другие станки производились. Но ничего этого нету. То есть все уничтожено. И Назарбаев, он, в общем-то, обучал своих вот этих вот балашаковцев по разным направлениям, да, то есть они шли, обучались там менеджменту, финансовым там специальностям, банковскому делу и так далее, да. Но я не видел среди них и не слышал, что хоть один из балашаковцев кто-то был промышленником, то есть обучался именно технологиям производства, там, ну, для меня это нонсенс на самом деле. То есть, ну почему нонсенс? Это не нонсенс, это понятно. Назарбаев хотел уничтожить промышленность Казахстана, чтобы там не было, скажем, передового рабочего класса, да, который сознательный, который мог быть активным и заявлять о своих правах. Был уничтожен инженерно-технический персонал. Те люди, которые умеют думать, соображать и которые могут производить что-то. И, конечно, они бы требовали какой-то работы, развития там, и так далее. Да? Вот. Но вы же понимаете, что если ты хочешь упростить возможности воровства,
то тебе не нужны сложные промышленные предприятия, потому что там нужно вкладывать постоянно в развитие, там, в оборудование, в технологии, в кадры, дорабатывать каким-то образом, чтобы учитывались интересы этой отрасли, законодательство, налоговое законодательство как таковое, там, таможенное законодательство. То есть много вопросов. Ему это не надо было. Зачем ему тратить свою энергию, свои силы на то, где он только теряет, и как бы выхлоп он не такой высокий, как я понимаю, для него был. Вот, поэтому он пошел по пути простому. То есть он уничтожил промышленность как источник своих беспокойств, как источник возможных возмущений народных масс, которые бы требовали бы от него реальной работы. И оставил в Казахстане промышленность, которую нефтяную он отдал под управление иностранцам, вот по большому счету. И опять же за деньги, то есть он им за деньги отдал, сказал, вот вы мне сколько-то заплатите, будете платить, и я вам отдаю это самое в пользование. И все. Скажем, при этом в дальнейшем развитии взаимоотношений с этими нефтяными зарубежными компаниями, он потом уже пришел к тому, что можно просто взять, создать какую-то компанию за рубежом, скажем, да, вот, и через эту компанию получать прибыль и оставлять ее за рубежом. Вот. Иностранцы, они разрабатывают, получают свою прибыль, а у Казахстана как у государства вот от этих вот разработок, от того, что добывается нефть, там другие полезные ископаемые, Казахстан практически ничего не имел. Но, естественно, народ тоже. И, конечно, им было невыгодно там повышать зарплату, потому что, ну, скажем так, Назарбаев очень много сам оттуда вытягивал. Его алчность, его жадность, она вообще не имела предела, не имела границ. Вот в чем проблема. И вот получается, вот эта промышленность, он все, вот отдал на откуп, оттуда он имеет постоянный поток денег, и причем эти деньги не нужно выводить из Казахстана, они сразу там уже за рубежом. Вот. Остальной сектор в Казахстане, где можно было бы что-то делать, зарабатывать, это услуги и торговля. Вот по большому счету все. Но даже если возьмем, допустим, те же самые услуги там по рекламе, да, то есть те, кто сталкивался с рекламой, они знают, был большой холдинг и был малый холдинг. Большой холдинг, куда входили все СМИ подконтрольные Рахату Алиеву и Гариге Назарбаевой, и оттуда они имели рекламные бюджеты от зарубежных рекламодателей, и причем это были очень серьезные деньги, поверьте мне. Ну и был малый холдинг, так называемый, вот, ну туда входили как бы типа вот 31 канала Байтасова, да. То есть вот, они работали на подсосе, вытягивали то, что можно было поднять. Все. То есть рекламный рынок, он был поделен. Что происходило со строительным рынком, вы знаете, да? Что это по сути было создание, скажем, богатства для очень узкой прослойки народа. То есть вот этой всей недвижимостью владеют, там, где-то выступал один экономист казахстанский, он сказал, что более 80% недвижимости владеют там, буквально там, 4-5% граждан Казахстана. Да? То есть вы понимаете, кто ими владеет. Вот и все. То есть мы понимаем, что
Назарбаев создал такое государство, где он высасывает все деньги, все ресурсы в свой карман, в карманы своего клана, вот, а народ остается и нищенствует. Я вам расскажу, вот, допустим, как воровали деньги из банков, да? То есть вроде бы банк, да, то есть работает за счет того, что люди вкладывают деньги, получают проценты, но за большие проценты эти деньги кредитуются, выдаются как кредитные эти самые. Вот, и компании работают, возвращают в банк, и вот на этой разнице банки работали. Но на самом деле все было немножко иначе, да, то есть не немножко, а совершенно иначе. То есть вы сами понимаете, что многие простые люди, многие простые компании, они даже не могли получить кредиты. То есть это было вообще громадная проблема. Вот, и поэтому что они делали, вот эти вот властимущие? То есть вы сами понимаете, что банками владел, в принципе, полностью всеми банками владел клан Назарбаева. Да, часть какую-то, скажем, активов в банках они продавали каким-то там иностранцам, да, но по большей части все деньги были, все банки принадлежали им. Эти банки, то есть эти же люди, которые во власти, они владеют определенными какими-то компаниями, причем очень крупными компаниями. Это могут быть строительные компании, это могут быть какие-то там сельхозкомпании, там еще что-то. Вот. И эти компании, чтобы получить из банка кредит, то есть вытянуть деньги оттуда, они закупают какое-то имущество. Причем это загодя понятно, что это не ликвид. И вот агашки взяли денежку под кредит, под вот эту компанию, то есть что-то типа закупили. Эти деньги потом взяли под какие-то свои хитрые программы и дела, там по закупу что-то за рубежом, то есть вроде что-то купили, на самом деле ничего не завезли, а деньги ушли за рубеж. И вот так вот очень много денег уходило. В результате потом компания, она не может вернуть кредит, выплатить под кредит. Что тогда происходит? В этом случае вот эта компания, она банкротится. Но деньги-то уже выведены, а банк остался, опять же, с неликвидом. Он может продать это, то, что это самое, получил в качестве обеспечения по кредиту. Но он не получит те деньги, которые, скажем, были заложены. Но хозяин-то один, что у банка, что у этой компании, у этого предприятия. То есть своя рука владыка. Он отсюда деньги взял, туда перекинул, вывел, все, он счастлив. А банк, вот что с банком происходит? Банк остается с неликвидом, у него плохие активы, ничего он реализовать не может. То есть банк должен обанкротиться. Ну разве можно взять и убить курицу, несущую золотые яйца? Конечно, нет. Что они делают? Они берут и говорят: этот банк, он системообразующий и очень важен для экономики Казахстана. Мы не можем дать ему утонуть. Мы должны его спасти. И берутся деньги из пенсионного фонда, из каких-то других как бы бюджетных средств. Все это дело закрывается. Банк закрыл все свои долги, опять вздохнул, и опять пошло по накатанной. Опять воровство, хищение этих денег через вот эти свои хитрые предприятия, откуда опять эти деньги выводятся, постоянно выводятся.
То есть хитрых схем у Назарбаевского клана по выводу, воровству денег из Казахстана было достаточно, ну, они очень в этом плане такие выдумщики, умели придумать и, в общем-то, использовали это на полную катушку. Вот, но тем не менее, значит, получается, что воровство-то, как правило, вы же сами понимаете, да, что не зря говорят, рыба гниет с головы. Назарбаев сам вор, он сам воровал. И в результате у него не было никакого морального права требовать честной работы у своих подчиненных. И вот эта зараза, вот этот вирус воровской, назарбаевский, он проник через всю систему, сверху донизу. И любой гражданин, который оказывался на каком-то таком государственном посту, он не мыслил своего существования, своей работы, кроме как найти способы и возможности вытащить деньги. И Казахстан стал разворовываться сверху донизу. Практически весь народ, ну не весь, конечно, народ, а вот те, которые были на всех уровнях власти, они были включены в этот процесс воровства. А что с экономикой? Вот мы задаемся вопросом и говорим, вообще, возможно ли, чтобы Казахстан поднялся? Но не поднимется Казахстан при такой власти. Вообще просто посылов для того, чтобы Казахстан зажил, вот народ Казахстана зажил счастливой жизнью, нету. Почему? Потому что вот говорят о том, что вернутся деньги, да, то есть антикоррупционная система работает по возврату денег там, и так далее, и так далее. Но мы-то понимаем, и, в общем-то, из разных каналов приходит различная информация о том, что ныне сидящие во власти, то есть это уже такаевская команда, они вытаскивают членов назарбаевской команды и вынуждают не возвращать деньги в Казахстан, в государственную собственность, в казну государства. Они вынуждают их переписывать активы на членов клана Такаева. То есть ничего тогда уже, договоры переподписывать ничего не нужно, что-то туда-сюда гонять ничего не нужно. Просто меняется фамилия владельца. Да, там слезы какие-то, капельки возвращаются в казну государства, типа показушечные, да, что да, мы работу ведем, вот мы возвращаем деньги. Но по факту мы видим, что это не происходит. То есть опять мы говорим о том, что если так вот, допустим, предположить, что они работают в поте лица, ну, честно, да, во всяком случае, скажем так, не в поте лица, а честно, и что они ничего не вернут, а все стремятся вернуть в активы государства. Но их работа вообще тогда неэффективная. Они за эти несколько лет практически ничего не добились. То есть там буквально крохи какие-то, слезы. Вот. И я хотел просто, вот, скажем, еще вот обратить внимание на то, что Назарбаев, он игрок. То есть ему ну, лень
пыхтеть, потеть, там что-то это самое, какое-то производство развивать. Ему это не нужно. И что он делал? Он видел, как на Западе зарабатывают громадные состояния на спекуляциях. Но спекуляции рознь. То есть, если, допустим, взять в Соединенные Штаты Америки, здесь промышленность развита неимоверно. То есть, здесь и сейчас вот Трамп будет президентом, и очень много компаний уже стремятся вернуться в Америку. И этот процесс будет продолжаться. И в Европе этот процесс уже начался. Они уже выводят свои предприятия из того же самого Китая назад в Европу. Вот. То есть они создают продукт, товар. И вот на стоимости этого товара можно производить спекуляции. То есть там фьючерные сделки, там еще какие-то самые. Ну, то есть экономисты, финансисты, они вот в этом деле хорошо разбираются. Но спекуляция, как я говорю, спекуляция и рознь. То есть можно спекулировать на своем товаре, на своих активах, на своих предпосылках. Спекуляция очень много идет на тему развития компании. То есть это венчурные сделки, венчурные фонды, они вкладывают деньги в различные проекты, в различные технологии, которые потом выстреливают и приносят очень хорошую прибыль. И это тоже спекуляция. Но в Казахстане спекулировать можно было только на чем? Только на том, что распродавать природные ресурсы. По большому счету. Все. Больше спекулировать не на чем. И вот сегодня Казахстан очень сильно страдает от того, что инвестиции не идут в Казахстан. Но инвестиции идут только в случае, когда возможно на этих инвестициях заработать хорошую прибыль. То есть опять же спекуляция. Но многие предприятия, добывающие компании, они уже все находятся в разных там руках. То есть не под что идти с инвестициями. Наоборот, те инвесторы, которые были, они наоборот выводят каждый раз свою прибыль, свою долю. Потому что они в свое время вложились. И у Казахстана по бюджету в этом плане всегда будет минусовой результат. Будут всегда деньги уходить, назад возвращаться уже не будут. В этом случае многие там надеются на криптовалюту. Но криптовалюта с этими блокчейн-технологиями, это опять же спекуляция. То есть под ними они не обеспечены никаким промышленным производством, никакой экономикой какой-либо страны. То есть вот, допустим, тот же самый тенге, он обеспечен не золото валютным запасом Казахстана, а просто экономикой. Понимаете? То есть экономика производит, и есть государство, которое несет обязательства по обеспечению обращения этой тенге в экономике Казахстана. Сами понимаете, у Соединенных Штатов доллар по всему миру, но он обеспечен, опять же, экономикой Соединенных Штатов Америки. А чем обеспечен тот же самый биткоин? Ну, ничем. Вот просто ничем. То есть биткоин это просто типа валюта, да? А его хождение обеспечивают блокчейн-технологии.
То есть это, условно говоря, электронные банки. Но по блокчейн-технологии вот эти все активы, они расписаны на миллионах компьютеров. И вот сегодня в мире накопилась очень большая денежная масса, которую необходимо просто вот сжечь. Иначе идет, опять же, постоянная инфляция, девальвация, там, потери, там, экономические кризисы и так далее, и так далее. И вот криптовалюта – это очень такой удобный инструмент, чтобы сжечь лишние активы. То есть, как разработали технологию по обеспечению хождения вот этого вот биткоина, этих криптокошельков, так спокойно же вырабатывается вирус. Вот. И этот вирус просто уничтожает все активы во всех кошельках, которые обеспечиваются блокчейн-технологиями. И потом с кого спрос после этого? А спросить не с кого. Ни одно государство, ни один банк не несет ответственности за то, что ваши средства находятся в биткоинах, там, в другой криптовалюте и где-то прописаны. Мало того, что есть такая информация, что более 30% биткоинов они не востребованы. То есть они были кем-то куплены, записаны на каких-то компьютерах, есть какой-то пароль, и вот этот пароль утерян. Пароли утеряли, все, вспомнить не могут, где не знают, и все, и нету этих биткоинов. Хотя эти биткоины у них, если, допустим, бы они пароль нашли бы и продали бы, они поимели бы там сотни тысяч долларов. И вот все идет к тому, что рынок криптовалюты через какое-то время он просто сгорит, он уничтожится. Как в свое время схлопнулись активы в доткомах. Вот. Кто это не знает, это, вот, скажем так, очень активно разрабатывались сайты в начале 2000-х годов. Стоимость сайтов росла бешеными темпами. Вот. И в конечном итоге наступил такой период, когда сайты выкупали, там, создавали, там еще что-то делали, а потом их цена просто и все. Почему? Потому что научились делать эти веб-сайты легко, просто и даже вот в автоматическом режиме. Вот, поэтому ставка на вот эти все спекулятивные операции, они не приведут к тому, что можно решить экономические вопросы, причем целого государства. То есть Казахстан при власти Назарбаева, он потерял все активы, которые позволяли бы ему зарабатывать самому. То есть тенге, вот то, что обваливается, говорят, а когда-нибудь тенге укрепится? Ребята, с существующей экономикой тенге укрепляться не будет никогда. Никогда. Потому что нету своего производства. Достаточно объема в перекусах промышленного производства. То есть никогда. Вот. И Назарбаев, в общем-то, по сути, он не государственный. Он, по сути, спекулянт. Вот. А когда спекуляции идут, и причем за счет народа, то это воровство. Такаев, он тоже, в общем-то, не государственный. Да, он дипломат, да, он может там аккуратно, дипломатично вырулить, еще что-то сделать там, и так далее. Но он не государственный. Он не построит экономику Казахстана. А экономику Казахстана, промышленность, нужно строить. Вот в чем вся проблема.
И на ближайшую перспективу я, честно говоря, даже не вижу, не представляю, кто в Казахстане из руководителей может вести вот эту вот промышленную политику. Таких людей нет. И даже вот сколько Аблязов выступает, там, ну, понятно, что он какие мысли доносит, что это самое. Но если, допустим, даже и Аблязов придет в Казахстан, он опять же не промышленник, он банкир. То есть, опять же, это построение экономики на спекуляциях, не на производстве. В общем, дело. То есть, вот это вот я хотел бы, чтобы вы все понимали. Вот. Поэтому я думаю, что возможно ли, невозможно ли, но каким-то образом все-таки надо стремиться, чтобы во власть пришли люди, мыслящие о государственном, представляющие, что государство без своей промышленной политики существовать не может. Всего доброго.